Чыңгышбаев Шамиль Мукашевич, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, лауреат Академической премии по хирургии имени Ахунбаева, отличник здравоохранения, отличник образования, почетный профессор Международной высшей школы медицины, почетный профессор Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева, автор более 200 научных работ, 14 монографий, 12 учебно-методических пособий, соавтор медицинской энциклопедии Денсаулук, подготовил 4 кандидатов и 1 доктора медицинских наук. Чыңгышбаев Шамиль Мукашевич родился 18 августа 1948 года в селе Жетөөгүз Жетөөгүзского района Иссык-Кульской области в семье служащего. С детства его увлекало изучение человеческого организма и желание помогать людям. Медицина мне давно интересовала, еще со школьных лет. Потом мы как-то с папой сели, поговорили. И он мне сказал: Шамиль, говорит, у нас никого в роду вообще врачей не было. Может быть, ты в медицину пойдешь? Я ему сказал, что я сам хотел. И после окончания 11 класса поступил на 1-й курс лечебного факультета Киргизского государственного медицинского института. На 3-м курсе мы начали проходить клинические дисциплины. В том числе был такой предмет общая хирургия. И руководил кафедрой великий Исаак Анович Ахунбаев. И здесь стал своим человеком. Помогал на операциях, помогал выхаживать больных, участвовал в перевязках, выполнял сестринскую работу. В операционной ассистировал во время дежурных дней оперирующим хирургам. И когда сдавал экзамен по хирургии, Исаак Анович спросил меня, а я ему сдавал экзамен: ты хочешь остаться у нас в клинике? Я ему сказал, это была моя мечта. Хотел бы сказать о том, что в свое время Исаак Анович оперировал мою маму. И мама была на 6-м месяце беременности. Сохранили ребенка, он жив-здоров, мой младший братишка. Это, видимо, тоже сыграло свою роль в формировании моего зрения. И меня оставили в клинике, я прошел годичную интернатуру, потом ординатором, работал в отделении торакальной и кардиохирургии. Исаак Анович планировал отправить меня в аспирантуру в Институт синей хирургии в Москву, но, к сожалению, эта трагедия, она помешала этому. У меня осталось направление его, до сих пор храню. И я всю жизнь проработал в этой клинике, и даже потом, когда стал заниматься образовательной деятельностью, я не бросал этой клиники, не оставлял ее. И вот в этом году 51 год исполнилось, как я нахожусь в этой клинике. Нас с Шамиль Мукашевичем связывает это здание, бывший Кыргызский государственный медицинский институт, куда мы поступили, правда, в разные годы. Я немножко постарше, на 2 курса. Я заканчивал в 70-м, их курс заканчивал в 72-м. Но наша юность студенческая, на нее пришелся как раз период не только учебы, но и таких замечательных явлений в молодежной культуре нашего города, нашей страны, как КВНовское движение и студенческие театры, агитбригады. Вот это нас особо сблизило, потому что мы стали, собственно, участниками первой КВНовской команды медицинского вуза. Шамиль Мукашевич, или как мы просто коротко называли Шамиль, а еще более, так сказать, по-свойски, так по-приятельски Шамо. Естественно, мы же не обращались друг к другу по имени-отчеству, когда были молодыми. А потом уже в последующем, когда повзрослели, когда остепенились и так далее, то стали уже на поприще медицинской педагогики общаться больше. Вот некоторые своеобразия, которые может только в операционной. Горят лампы операционные, работает анестезиологическая бригада, операционная сестра готовит операционный стол. Чистота идеальная, блестят хирургические инструменты,
И первая операция была тоже аппендэктомия. Я выполнял под руководством, конечно, опытных хирургов. Выполнил. И вот так у меня началась хирургическая жизнь в этой клинике. Исааканович создал такой коллектив, я вот до сих пор помню, сотрудники боготворили его. Я приходил в клинику где-то 7:30, 7. Рабочий день начинался в 9. И уходил очень поздно, позже всех, пока всю работу не сделал. Конечно, были определенные, может быть, трудности в начале, а во всем остальном всегда чувствовалась поддержка, всегда чувствовалось вот такое нежное, доброе отношение старшего поколения к младшим. Раньше приходить и не хотелось уходить. Мы не считались ни субботой, ни воскресенье. Приходили, перевязывали тяжелых больных, помогали выхаживать тяжелых больных, перевязки делать. Вот так начинается путь хирурга. В 1981 году интерес к образованию и желание передать свои знания следующему поколению врачей привели Шамиля Мукашевича к педагогической деятельности в родную альма-матер КГМИ. Наряду с педагогической деятельностью он не переставал вести клиническую практику. Ну тогда это считалось как повышение, как оценка деятельности молодого хирурга. То есть он уже овладел практическими навыками и уже готов обучать студентов к врачебной деятельности. И вот постепенно я прошел путь ассистента, доцента. И меня покойный профессор Акылбеков, Искандер Кадрбекович, он тогда стал ректором, пригласил в администрацию КГМА. Там я стал замдекана, потом деканом, директором Центра контрактного обучения, директором Института медицины, заведующим кафедрой общей хирургии здесь. И там был факультет обучения иностранных студентов. Их обучалось немного по тому времени. И вообще мы начали подумывать о том, а почему к нам в институт поступает столько мало иностранцев. Проанализировали ситуацию. Ну, первое. Чтобы получить диплом врача, мы обучались по той программе учебной, которая была принята в бывшем Советском Союзе, 6-летней. 2003 год. Жизнь Шамиля Мукашевича приняла новый поворот, когда он возглавил Международную высшую школу медицины. По инициативе Шамиля Мукашевича Международная высшая школа медицины становится первым вузом в стране, где преподавание медицины ведется на английском языке, что сподвигло студентов из разных уголков мира, в частности Индии, Пакистана, Южной Кореи, Афганистана, Великобритании, Непала, Бангладеш, Мальдив, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, обучаться в нашей стране. Многообразие национальностей и культур обогатило нашу учебную среду и способствовало глобальной интеграции наших выпускников в Европе, Азии, Америке. И нам пришлось уйти. До этого мы начали уже сотрудничать с известным ученым, физиологом, патофизиологом, специалистом большим в области образования, который создал свой университет, Асылбек Акматбекович Айдаралиев. И вот так мы создали Международную высшую школу медицины. И с нами ушло 13 студентов. Ну, начинали, конечно, тяжело, как все это, стартапы начинаются. 10 сотрудников, включая уборщиц. Было 2 стола, 5 стульев. Но в последующем постепенно мы стали развиваться, и наша база существенно увеличилась. Здесь в зависимости от ситуации. В ситуациях, когда он был на отдыхе со своими друзьями, он, естественно, и шутил, и веселил, и был организатором многих мероприятий. Вот. Он и к тому же был всегда близок к спорту. Одно из увлечений это было бильярд. То есть если в детстве, там, в юности он занимался боксом, то со временем он стал заниматься. Он был
еще хорошим шахматистом, выступал за сборную медицинской академии. Вот. А из личных качеств я бы хотел сказать, что, во-первых, принципиальность, доброта к окружающим, любовь к своей семье, любовь к своим друзьям и знакомым и стремление оказывать всемирную помощь тем, кто в ней нуждается. Шамил Мукашев абдан bir өзүнүн сөзүнө турган. Эч качан бир кандайдыр проблема болбосун, кички проблема болсо да, чоң проблема болсо да, ал ошол эле заматта чечкенге аракет кылбайт да. Абдан ойлонуп туруп, тез эле бир нерсе менен кайрылып, ал бир жардам болобу, же бир проблемалар болобу, тез чечкенге аракет кылбайт. Сразу ошол эле заматта болот да. Обязательно ойлонуп туруп, бардыгын чечип туруп, ошол мен ойлойм, ушул качествосы, по-моему, кийинки иштерде да абдан чоң маани берди да. Ну, он такой упертый, будем так говорить. Вот если он взялся, он пока не доведет до ума, он не отступится. Он тихий, спокойный человек. Я не знаю, я с ним, так сказать, близко в этом плане не ругался с ним никогда. Вот. Характер, по-моему, у него совершенно спокойный, тихий. Это черта характера, целеустремления и не бросать начатое дело, довести это дело до конца. Наверное, вот эти вот две черты характера я пытаюсь перенять и нести в своей жизни. В жизни Шамиль Мукашевич заботливый муж, терпеливый отец, любящий дедушка и преданный друг. Сын мой пошел по моим стопам, закончил с отличием школу, закончил с отличием медицинскую академию, защитился. Сейчас он проректор Международной высшей школы медицины. Одним из критериев поступления в медицинский институт, выбора моей будущей профессии были, можно сказать, наставления моего отца, объяснение важности этой профессии, важность оказания услуг, помощи людям в будущем. Дочка, она в Алмате находится, она тоже проректор такого же учебного заведения. Я, конечно, следил за тем, чтобы они учились, но они большей частью сами учились. Дочка закончила золотой медалью, тоже академию с отличием закончил. И, наверное, в выборе профессии и я помог, и они сами, учитывая, что папа медик, и они, возможно, решили, и это помогло. Хотя супруга у меня, она историк. Я рад тому, что мои дети, они выросли, нашли свое место в жизни, работают, занимаются наукой оба. Дай Бог, чтобы у них все это получилось. Она к этому, видимо, идет. Это, я думаю, цель и мечта каждого родителя. Когда человек празднует 75 лет, то главное пожелание – это чтобы был здоров, чтобы болячки его не касались, чтобы его радовала его семья, дети, внуки, чтобы коллеги по работе приносили ему радость и удовольствие в продолжении работы. И поэтому это самое главное, когда у человека есть цель в жизни, когда есть семья, есть близкие, большой круг друзей. Здоровье определяет всю оставшуюся жизнь. Өзүмдүн жакын досумду ушу учурга пайдаланып, ушундай жакшы мааракеси менен куттуктап кетейин. Аны жана үй бүлесин, балдарын, неберелерин бул өзүнчө чоң майрам. Анан буларга ошо чын ден соолук, жакшылыктар боло берсин. Балдарынын, неберелеринин ийгиликтерин көрүп сүйүнө берсин. Экөөбүздүн досчулугубуз мындан бери ары берсин. Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы болсун. Хотелось бы пожелать папе здоровья, прежде всего, чтобы папа нас радовал своими успехами, своими достижениями еще много-много лет. Не только нашу семью, но и население Кыргызстана. Ну, поздравляю, Шамиль. Еще столько же живи, как минимум. В честь кого стихи и тосты? Мне на то ответить просто. В честь Шамильчика, Шамо, что и летом, и зимой сохраняет прежний стиль. Не меняйся, брат Шамиль, оставайся столь же стройным, уважения достойным и, конечно же, любви. Действуй, радуйся, живи.
В свои 75 лет Шамиль Мукашевич энергичен, полон сил на пути служения медицине и образованию Кыргызстана и готов к новым требованиям и достижениям в такой важной отрасли, как медицина. Молодое поколение врачей, которые вот сейчас работают у нас в клинике, которые вообще работают. В частности, в нашей клинике, это же наша смена. Более опытные врачи, это закон жизни, по истечении времени уходят на пенсию, уходят на заслуженный отдых, они приходят на их места. И чтобы они всегда помнили, кто стоял у истоков всего этого, как ему сложно было в этом мире, как все это было сложно создавать, и как он при жизни стал легендой. Если мы это будем помнить и передавать подрастающему поколению, они будут передавать, те будут передавать. И так проходит жизнь, и так человек обретает бессмертие. Вот это самое главное. Если ты будешь помнить учителя, то твои ученики будут помнить тебя.